Кровавый январь в Казахстане, день первый, Жанаозен и Актау. С началом 2022 года в охваченных недовольством нефтяных городах на западе Казахстана ярким пламенем вспыхнули беспорядки. Орда.кз в сотрудничестве с изданием ЗЭО рассказывает истории и шерил о казахстанских независимых журналистах, которые освещали все события января на охваченных протестами улицах. Жанаозен, Казахстан. В родном селе недалеко от Астаны журналист Радия Азаттык Сания Тойкин встречала Новый год со своей семьей, пока на ее телефон не начали приходить сообщения жанаозенцев. Они сказали ей, что планируют устроить протест против повышения цен на газ. Это были выходные, вспоминает Сания. Я знала, что-то произойдет. Там уже давно сложилась патовая ситуация. Тойкин начала мониторить сети и обнаружила видео, где негодующие жители нефтяного города столпились у акимата прямо в новогодние праздники. Причиной тому стали цены на газ, которые подскочили с 60 до 120 тенге за литр. Уже 2 января ее телефон трещал по швам, а социальные сети были заполнены фотографиями толпы, собравшейся на главной кольцевой развязке. Обычно на протесты в Жанаозене выходят всего около десятка активистов, которых быстро задерживает полиция. Однако на этот раз против встали самые обычные граждане. Те, кто напрямую пострадал от роста цен на топливо, обыкновенные автомобилисты, водители такси и грузовиков, которые заполонили собой городские улицы и перекрыли движение. Полиция просто наблюдала. Я написала своему редактору, что нам нужно туда ехать, потому что этот протест может по-настоящему затянуться, говорит журналистка. Сания Тойкин освещает забастовки в Мангистауской области с 2008 года. Она писала и о трагических событиях в Жанаозене в 2011 году, когда полиция начала стрелять по вышедшим на протест горожанам. Тогда, по официальным данным, были убиты по меньшей мере 15 человек. Сейчас журналистка живет в Астане и по-прежнему поддерживает связь с жителями ЗКО, которые делятся с ней последними новостями. Гражданская активистка и журналист Алма Бекис одна из первых сообщила Тойкин об обстановке в регионе. Она вела прямую трансляцию с места событий в Facebook. «Я была так счастлива, что спящие люди, наконец, проснулись», сказала Бекис, подразумевая всех тех, кто никогда не выходил на протесты и порой даже не догадывался о том, что происходит в стране. Бекис ведет аккаунт Жанаозен Онлини в Instagram и регулярно публикует новости о своем родном городе. Благодаря таким гражданским активистам, как Алма Бекис, казахстанцы не угодили в информационную дыру, когда государственные СМИ молчали, а независимых в регионе было слишком мало. Нурбек Нургалиев, активист со стажем, тоже был ошеломлен тем, что митинг спланировали обычные рядовые граждане, которые никогда не участвовали в акциях протеста. У Нургалиева неестественно низкий голос из-за ранения в шею во время событий 2011 года. Его выступления против цен на газ трижды приводили к тюремному заключению. Нургалиев лично высказывал свое недовольство акиму Мангистауской области. По его мнению, цены на газ не должны превышать 50 тенге за литр, особенно там, где люди буквально сидят на нем. В небольшом пустынном Жанаозене проживает около 80 тысяч человек. Размышляя об этом городе, первое, что приходит в голову, это богатые нефтяные месторождения и забастовка 2011 года. В акции протеста, по словам активистов, погибли 100 человек, а еще 37 подверглись пыткам со стороны полиции, и эти цифры превышают официальные данные. Последствия событий 2011 года часто называют причиной того, что январские протесты прошлись по стране будто лесной пожар, быстро и неконтролируемо. Люди хотели поддержать жанаозенцев, потому что чувствовали практически коллективную вину за то, что не сделали этого 10 лет назад. Первым городом, который примкнул к протестам, был Актау. 2 января фотограф Иса Тажинбаев узнал, что на площади Энтемак напротив акимата Актау собираются люди. Он сразу же поехал в центр города, где увидел толпу из нескольких сотен человек. Это необычное явление для региона. И я знал, что люди в Актау собирались поддержать жителей Жанаозена, потому что мы не поддержали их в 2011 году, говорит Тажинбаев. На следующее утро он получил сообщение в WhatsApp о том, что улицу перед акиматом перекрыли уже тысячи протестующих. Фотограф просто схватил камеру и выехал на место. Мне было страшно, потому что наша страна против публичных протестов. Я знал, что меня могут арестовать, сказал он.
Тажинбаев, оператор фестиваля «Экспедиция плюс 362» в Актау, в основном, он снимает на видео каньоны Мангистау, однако протесты вынудили его надеть жилет с надписью «Пресса» и спрятать под куртку на случай, если его остановит полиция. Я не видел там журналистов, но у всех были телефоны, на которые они снимали все происходящее. Ни у кого не было профессиональной камеры, заметил он. Фотографии Тажинбаева были одними из первых, которые увидел мир с протеста в Актау. Он продавал видео и фото российскому информационному агентству ТАСС, британскому The Guardian и нескольким европейским СМИ. На его снимках полицейские одеты в черные каски, балаклавы и защитные щиты. Фотограф сравнил их со штурмовиками из «Звездных войн». Он смог заснять стоящих у Акимата сотрудников правоохранительных органов, любопытных жителей, которые смотрели с балконов на демонстрантов. На кадры попали детали организации протеста, штаб, расположенный в юрте, палатки, где люди раздавали чай, хлеб и воду, и уличные туалеты, установленные специально для участников забастовки. В его видео протестующие держат плакаты с надписью «Шал, Кет». Отсылка к Нурсултану Назарбаеву, который в свои 82 года все еще держал власть в своих руках, несмотря на уход с поста президента в марте 2019 года. «Мне казалось, что я на стадионе, и все болели за одну и ту же команду», — сказал Тажинбаев. В это время Сания Тойкин сказала своим родным, что ей нужно срочно вернуться в Астану по работе. К полудню 3 января она уже добралась до Жанаозена, где увидела несколько тысяч людей, собравшихся вокруг импровизированной сцены возле городской статуи снежного барса. Позади толпы на здании был трехметровый мурал с изображением Абая с одной из его цитат: «Ум, силу, сердце держи в равновесии, все это сделает тебя полноценным». Толпа была готова к холодной январской погоде, люди стояли в теплых увесистых пальто и шерстяных шапках, а они сбивались в кучу и слушали пламенную речь со сцены. Жанаозенцы особенные. У них вспыльчивый характер, они способны отказать, если им что-то не нравится. Их ничего не останавливает, чтобы выйти на митинги. Правительство чувствует себя виноватым за события 2011 года. И жители города это знают, поясняет Сания Тойкин. Сания хорошо знает Жанаозен. Журналистка начала освещать забастовки нефтяников и газовиков еще в 2008 году. Ее репортажи привлекали внимание полиции и КНБ. Они, по ее словам, довольно часто задерживали и допрашивали ее, и даже устраивали слежку. На охваченный волнениями Запад полетел журналист Асан Анарбай, отправленный из Алматы по заданию редакции arda.kz. 3 часа в воздухе, и журналист приземлился в Актау. Своей семье он сказал, что собирается в Турцию. Однако доехать до города из аэропорта было проблематично, дорогу перекрыли. Узнав, что Асан журналист, протестующие сами сопроводили его на центральный стадион. Полиция была повсюду, но они не остановили протесты, сказал Асан. Он оставался в Актау до 4 часов утра, после чего направился в Жанаозен. «Я хотел быть в эпицентре». Асан был впечатлен организацией демонстрации, люди разносили еду и напитки, установили около 6 юрт и составили расписание, кто должен оставаться на площади на протяжении ночи. Он снимал на видео протестующих, когда они пели патриотические песни и по очереди поднимали у микрофона остросоциальные проблемы, высокий уровень безработицы и нехватку чистой питьевой воды. Каждую ночь приходили молодые парни, которые призывали толпу к насилию, оно впоследствии стало обычным делом в других городах. Аксакалы же призывали толпу сохранять спокойствие. Когда на площади появились акимы области и города, а также директор газоперерабатывающего завода с предложением снизить цену на газ до 90 тенге, протестующие начали скандировать «Позор». 5 января крупные нефтяные компании приостановили работу, и к протесту присоединилось еще больше людей. Уже к вечеру число собравшихся достигло примерно до 20 тысяч человек. Сания Тойкин, приехав туда, заметила 15 молодых людей в черных костюмах, которые стояли между лидерами протеста и народом. Они призывали к нападениям на правительство. Журналистка обвинила их в попытке спровоцировать толпу, как это делали провокаторы во время печально известной нефтяной забастовки 2011 года. Мужчины приказали ей прекратить фотографировать, один из них пригрозил разбить телефон и даже бросился на нее, но она успела сбежать.
В Жанаозене местные жители призывали протестующих продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены все их требования, включая отставку местного и областного акимов. Протесты во многих городах закончились 6 января. Нурбек и трое других активистов встретились с акимом, заместителем прокурора области и представителем нефтяной компании, пытаясь положить конец акции протеста. Активисты настаивали, чтобы никому не грозило уголовное преследование за участие. Заместитель прокурора согласился. 8 января, около 14 часов, толпа неохотно, но мирно разошлась. В других городах протесты стали неуправляемыми, но не в Жанаозене. Уже были первые потери как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Президент Касым-Жомарт Токаев разрешил стрелять на поражение без предупреждения. Полиция и воинские части ответили применением силы. В результате было убито 238 человек, 4500 ранено, 10 тысяч задержано, как сообщается, сотни арестантов подверглись пыткам. Это официальные данные. Асан Анарбай заснял демонстрантов, разбирающих юрты в Жанаозене, а затем вылетел в Шымкент, где во время протеста было убито 20 человек. Здесь он беседовал с теми, кто попал в больницы. Людям выкалывали глаза, ломали руки, несколько человек были застрелены, в них пустили пули в 2 или 3 местах, рассказал он. В течение нескольких месяцев после январских событий Асан и Сания, а также многие другие журналисты освещали судебные дела, связанные с кровавым январем. Асан брал интервью у родственников погибших и тех, кто подвергся пыткам со стороны полицейских. Это было очень тяжело для меня эмоционально. Пришлось сделать перерыв, сказал он. Каждый свидетель январских беспорядков перенес это по-своему. Асан уволился из Орда.кз и теперь преподает казахский язык. Он пытается настроиться на позитивный лад, чтобы восстановиться от январской трагедии. Тем временем Иса мечтает стать фотожурналистом. После своего опыта освещения протестов, я чувствую, что могу помочь что-то изменить в своей стране. Алма, гражданский журналист, продолжает усердно публиковать в Facebook посты. Январские протесты начались в ее родном городе, и это повод для гордости. Активист Нурбек продолжает бороться за право, но сейчас он разочарован отсутствием прогресса, ничего не меняется. Где люди, которые могут защитить наши права? Сания и дальше следит за недовольством в Жанаозене. Даже будучи журналистом, который работает в самой гуще событий, я должна была оставаться объективной. Но внутри меня все кричало, я переживала о судьбе своей родины. Когда люди выходят на протест, они собираются защищать свои права. И я расстроена, что погибло столько людей. Это попытка правительства показать, если люди будут протестовать, их расстреляют, посадят в тюрьму и подвергнут пыткам. «Я не боюсь», — добавила она. «Но они убивают мою надежду». Шерил Рид — американская журналистка и стипендиатка программы Fulbright программ. Она изучает репрессии в отношении СМИ в Центральной Азии, где взяла интервью у более чем 80 журналистов. Более подробная информация на cherylreid.com.